Саляму алейкум раматуллаху баракату. Приветствую каждого зрителя этого канала. Сегодня мы будем говорить, как всегда, о предателях чеченского народа. Но начать этот выпуск хочется с человека, который просто опозорился на весь мир за последние несколько дней. Речь идет про Хамзата Чимаева. Вы просто посмотрите на пресс-конференцию, на все, что сейчас в интернете происходит. Люди, которые живут далеко за пределами Чеченской Республики, прекрасно понимают, кто и кем он является на самом деле. Просто посмотрите, какие слова ему высказывают в лицо, на что он не может ничего сказать. Когда тебе в лицо говорят правду, и все люди прекрасно понимают, что этот человек говорит тебе правду, ты ведешь себя именно таким образом. Я даже не буду ничего комментировать, просто покажу то, что происходит сейчас вокруг Хамзата Чимаева. Я террорист только для него. Я оторву ему башку. Я убью его. Если ты так себя ведешь, и твоя религия тебе это позволяет, то мы вышвырнем всех вас, ублюдков, из нашей страны. Гребаный пес. Америка – это нация Христа. Это нация свободы. Без здесь, ёпта, не место. А теперь сядь, сука, сядь. Ты несешь только херни обо мне. Давай, сделай уже что-нибудь. Ты ж хотел застрелить меня. Давай, пристрели меня, сука. Вас не должны были пускать в эту гребаную страну. Вы, ребята, воплощение гребаного собачьего дерьма. И вам нужно убираться нах из Америки. Прекратите разрушать ее, ублюдки. И вы живете в стране, построенной мужчинами, которые лучше вас. Идите позвоните Путину. Пусть он снова научит вас быть гребаными мужиками. Как можно сначала уехать из страны, где преследуют и убивают невинных людей, сбежать оттуда, а потом вернуться к диктатору и торговать собой ради денег? Я бы жил в грязи, я бы жил в трейлере, но у меня было бы гребаное достоинство, в отличие от этого человека напротив. Эй, расскажи о себе, что твой папочка делал с тобой? Это не важно. Давай, поплачь снова об этом. Это не важно. Давай, поплачь. Этот парень всегда... Он должен посмотреть на себя в зеркало и понять, что он маленькая сучка. Так что да, ёпта, я умру, зная, что он маленькая сучка. Эй, в чем проблема? Твой папочка сделал из тебя девочку? Вы, парни, сами все видите. Я собираюсь изменить твою жизнь. Ты вернешься к Кадырову и ему и получишь еще один гелик, сука. Мне все равно. Это всего лишь еще один цыпленок. Я собираюсь оторвать ему голову. Просто выжму как тряпку. Он умрет через 2 дня. И почему-то я захотел сегодня, в начале этого выпуска, включить вот эти вот фрагменты этого человека в этот выпуск, потому что я считаю, что он достоин этого звания, чтобы быть в списке этих людей наряду с вот этим человеком и с вот этим человеком. Человек, который находится здесь, Алик Мамакаев, который является предателем чеченского народа, убийцей, который пересажал очень много людей, пытал их, и сегодня мы вам об этом все расскажем. И этот человек, который, не найду другого слова, кроме как лизоблюд, действительно лизоблюд, который пытается добиться какого-то внимания от предателей чеченского народа. Дальше, как обычно, видео будет озвучено диктором, для того, чтобы вы могли больше вникнуться в ситуацию и в историю, которую мы сегодня расскажем. А я со своей стороны попрошу вас поддержать это видео, поставить ему лайк. Приятного просмотра. Внимание! При просмотре данного видео вы будете испытывать испанский стыд каждую 15-ю секунду. Мы предупреждали. Приятного просмотра. Зубайраев Байсангур, матюкан-романтик. Этот лизоблюд и крутой тип из пути Ахмата. Информацию о нем нашли в комментариях в интернете. Там он успел отличиться, и нам прислали скрин с его творчеством. Сначала несколько скринов с его страницы. Обычная страница прихвостня и лизоблюда пути Ахмата. Байсангур использует имя национального героя чеченского народа, ставшего героем благодаря своей борьбе против России. Об этом Зубайраев пишет большими буквами в описании своей страницы. Наверное, он поставил это из-за схожести имен. Однако, как мы видим, общего у них 0. При этом он иногда выкладывает у себя благородные посты. В общем, парень у нас, как говорится, молодец, с иманом. Идем дальше и смотрим на его благородный язык. Байсангуром не хочется его называть, так как он этого имени недостоин. Однако коверкать имя мы не будем, мы не кадыровцы. Ему указывают и напоминают, чтобы он следил за языком. Одна из девушек отвечает ему: «И тебе того же». И наш благородный Зубайраев не жалеет слов и для нее, называет ее матюкан и говорит: «Будь твой муж мужчиной, ты бы тут не сидела». Ну, вы все видите сами. Прихвостень пути Ахмата называет мусульманку так, даже не зная ее.
Заметьте, страница у нее закрыта, она себя на показ всему свету не выставляет, но Зубайраева это не останавливает. Он, как видно, проявляет максимум усилий даже в Рамадан, покушаясь на честь девушки и называя ее тем ярлыком, за который по шариату Аллаха установлено наказание, если человек обвиняет без свидетелей и доказательств. Далее аят из суры Ан-Нур. Те, кто клевещет на целомудренных женщин или девушек, не имея при этом 4 свидетелей мужчин, наказываются 80 ударами плетью. И никогда в дальнейшем не будет приниматься их свидетельство при тех или иных судебных разбирательствах. Они клеветники и грешники, за исключением тех из них, кто покается и исправится, в том числе публично извинившись перед той, которую оклеветал. Воистину, Всевышний, всепрощающий и милостивый, а потому человеку предоставлено множество шансов измениться в лучшую сторону. А теперь про самого Зубайраева и его возлюбленную. Их свидания выложены в открытый доступ, и, судя по всему, ни одна встреча не заканчивалась без фото и видеорепортажа. Смотрим и завидуем. Привет! Начинаем думать, что Зубайраев довольно хороший оператор. Тут парочка обсуждает крутой телефон Дон Жуана, то есть Байсамгура Зубайраева. Телефон. Ходу гайта еще. Ходу. Ну я. Ходу лера. Байсан. 25 дела баре. Вашингтон да 25 амагири. Оригинальная китайки. Хайник мою китайник. Дерю. Таяла. Таял. تخن خزوة просто شفت. عشان هونو وش أيجا إيش كمبريمنت عشان. Ничай. Hang با. سبيرو. شو تعقل شو؟ تعديل. Пожелаем приятного аппетита. خير فيتنا فونتان ده. Шур майян. Теми да фондик не каларч. Какая милая парочка, согласитесь. Уйдёшь. بعرف. ماذا تسا؟ ها ما جاء. بيرسنوق يوقع وحا أخي. تقوم يا قاق شوري ليلدا. هلو تقاشن. تعيز كانت ولا روندو وما ترر. بيجري بس. تعدل دانش. نوق دوتش لهجة قايشن ماندرين شلا. يلي تعجي تحت أو تعلمون بنات أنا. حلو شيء يا بروس جايتا. دعوة أنا خان دعيل غير جمو. ديل ده حصل ثانية حلو وزات. ده ساي. حلو شيء. ياتي ديل ده. ديل عيو. بايسانجور. نا غلط يخش عيال. أهمي شو إسو يو ديل ده. ديل ده عيو. يو. يا ده. يو زيادة. أتيسو. Возлюбленная Зубайраева, как она пишет у себя в Инстаграм, она педагог-биолог и кулак воды на Грозный. На аватарке у нее фото с букетом и в свадебном платье. После стольких свиданий и романтических видео они, видимо, все-таки поженились. Мы пожелаем им счастья, даже если еще нет, держим за них кулачки и желаем им прийти к этому. А теперь вспомним начало. Байсамгур Зубайраев навел поклеп на замужнюю мусульманку и покусился на ее честь, даже не зная ее, не говоря уже о доказательствах и свидетелях. У нее профиль закрыт, а супруге, невесте или возлюбленной Зубайраева может написать каждый. Собственные видео и фото взяты из общего доступа в интернете, а не из украденного, потерянного телефона или каких-то других незаконных источников. Вам повезло. Хороший у вас, значит, будет возлюбленный, благородный, с иманом.
Чуть не забыл, Байсангур еще и на Карфаген подписан. Насколько мы знаем, они писали про вот таких романтиков. Байсангур, ты их поддерживаешь или сторожишь в предвкушении увидеть себя там? Хотя, может, он уже появлялся там, мы не знаем, не следим. Как бы то ни было, Байсангур передает им привет. И еще раз, скрин, если кто-то забыл, какой он матюкан. Подписывайтесь, читайте, распространяйте и поддержите ролик лайком, чтобы больше людей узнали о нашем канале. Мамакаев Алик – предатель, убийца, бандит и фальсификатор. От его рук и от рук его подчиненных, по словам людей, пострадало много человек, особенно из сел возле лесного массива – Шалажи, Энды, Старый Ачхой. Можно сказать, оттуда разогнали и пересажали всю молодежь. Кто успел, уехал, кого-то посадили, кого-то и вовсе убили. Сотрудники пытали всех – наркоманов, воров и других. А тех, кто проходил по народной статье НВФ, еще жестче. Под пытками люди подписывали участие или пособничество. Из 8 исполнителей преступления правоохранительные органы смогли идентифицировать не всех. Ранее был вынесен приговор Рамзану Дугаеву, который отправился в колонию на 8,5 года, так как суд учел его активное сотрудничество со следствием. А Зелимхана Идигова, Алика Мамакаева и Алихана Илаева пришлось искать не только в России, но и за рубежом. Одного задержали в Сочи, другого в Москве, а третьего выманили из Франции. Чеченцам инкриминировали участие в банде и совершаемых ею нападениях, похищение человека организованной группой, вымогательство организованной группой в целях получения имущества в крупном размере, а также угон автомобиля, совершенный организованной группой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. И еще один участник похищения, Сайд Селим Дугаев, сейчас находится в международном розыске. Добавим, что бывший заложник Галас Таймасханов теперь занимает пост министра промышленности и энергетики ЧР. Также на эту тему выходил отдельный разбор. В нем говорилось следующее. Кто из 3 преступников явно не ожидал, что похищение Галаса Таймасханова, совершенное ими 14 лет назад, будет раскрыто сегодня. Все они были задержаны весной этого года. Зелимхан Идигов, Алик Мамакаев и Алихан Илаев, бывшие сотрудники МВД в январе 1999 года, избили и похитили Таймасханова. Полгода свою жертву они держали в плену, требуя выкупа родственников похищенного в размере $1,5 миллиона. Однако Таймасхану удалось совершить побег, а деньги преступники получить так и не смогли. В этом видео будет много известных в чеченской среде фамилий. Кадыров, Таймасханов, Дашаев, Умаров. Будет много лжи, и вся эта ложь по воле Аллаха будет разоблачена. На ЧГТРК Грозный есть серия передач под названием «Иллюзия», в которой нет ничего, кроме лжи. Так вот, это видео я назову «Не иллюзия», и в нем будут только факты и немного моей аналитики, и это будет разоблачение всей их лжи. Итак, немного предыстории. У Кадырова есть односельчане, их фамилия Таймасхановы. Это бизнесмены. Они не были никогда в рядах чеченского сопротивления, они всегда были российскими бизнесменами, преуспевающими российскими бизнесменами. И в период Первой российско-чеченской войны, и в период между двух войн, они все это время работали на территории России, занимались своим бизнесом. В общем, в Кадыровых они не нуждались. И вот в 1999 году один из членов семьи Таймасхановых, а именно Галас Таймасханов, был похищен с целью выкупа. За него просили $1,5 миллиона. И 8 месяцев он был в плену, и по истечению 8 месяцев ему удалось сбежать. Его похитители остались ни с чем, выкуп за него так и не был передан. Затем произошло второе вторжение российских войск на территорию Чеченской республики Ичкерия. Чечня была оккупирована. Был поставлен Кадыров-старший, затем убит Кадыров-младший. И вот в 2009 году Кадыров-младший собирает всех перебежчиков, предателей, отступников, ну и людей, не имевших отношения к войне в том числе. Собирает их всех в студии телеканала ЧГТРК Грозный на передаче «Точки опоры» под девизом «Сегодня мы будем говорить правду». И на этой встрече присутствует и тот самый Галас Таймасханов, похищенный во время в 1999 году. И Кадыров обращается к нему на этой передаче
Давайте посмотрим отрывок из этой передачи. Umaru dan så dock hås det skit. Dint så modus din met خي عشان غاز بوت بقى så Umaru dock dan دعوي شو ولا حولي اللي تاني حولي اللي Umaru دعوي شو حولي اللي ده حتى متى ده جو Suri kilma seri hanno qahiga do tsaglili no mama datsa ta hakord wa ta qi mama datsa ta tieshbek shay tsiits dolde di tieshbek yamat tsallig tsa shay yuhgoy chyoch duant dun tieshbek bin daar doch malar doch ayam hunt yuh اعمل خي وانت دوخ بوش حيزور قي وما تخلجيها شي ديخر وانت دو بوش دون ملوش حول حوين رمزا هونس هنا خا شي يحيى شي بوصل بوال مت بيتن بات دوكين تخويج ستروش بيت بالبوش اش هوبو غالجشت قالوا ما دوتشت اخش Umar doks عادي بربط بقى لامز مار هادولش بوصل باو ده قوم يعين دوش تاجو ده شبك تعال على مول بعد ايش لامز ده اسمه مار خوف بوش هون عارف خاك بشي هوندو ايش كده احتى هوندو عادي بربط بقى كده هو قال مجوش دون كوك الوقت هو تجبعك دعبك دعت باش بربط لكن دون شاش مينوت اول دون كده دون لكن احسن اتس شاج عيد لعبولش لاتش ليامت ليلين بوش تانا لاتش ليلش اتس عموك ده كيزان يون شتويل اتس عن شتويل ليل شوج ناخن هم آلا ناخن حيخن با ناخن مسل جيتا شوم شات ناخ تارجر حقيقة هما يحسب دات زين لتا ليلين هما دات لتا نيستين هما دات تارجر لدوش ولتجا قطش قلبل لتلبل لتعن خلقا مهكن يامرتن أربع لوتس قي باندل شوم دات تان تحوتا تاردو چون لدوات. Обратите внимание, Кадыров говорит, вот Галаса Таймасханова, говорит, похитил Докка Умаров. И обращается потом к Таймасхану, говорит, говорит, расскажи, как тебя похитил Докка. И Галас Таймасханов подтверждает эту информацию, он говорит, да, что вот я был похищен, что с Умаровым, говорит, Доккой встречались мои братья, говорит, и он, говорит, постоянно просил деньги, ничего больше он не говорил, он говорил деньги, деньги, деньги. И это все происходит в 2009 году, это транслируется и в Чеченской Республике, и во все страны Европы, так как ЧГТРК Грозный вещает по спутнику. Эта информация расходится. Затем в 2013 году вдруг на скамье подсудимых оказывается 3 человека. Оказываются по делу о похищении Галаса Таймасханова в 1999 году. Никто из 3 преступников явно не ожидал, что похищение Галаса Таймасханова, совершенное ими 14 лет назад, будет раскрыто сегодня. Все они были задержаны весной этого года. Залимхан Идигов, Алик Мамакаев и Алихан Нилаев, бывшие сотрудники МВД, в январе 1999 года избили и похитили Таймасханова. Полгода свою жертву они держали в плену, требуя выкупа родственников похищенного в размере $1,5 миллиона. Однако Таймасхану удалось совершить побег, а деньги преступники получить так и не смогли. И только за последние полгода следствию удалось раскрыть это преступление. Вердикт присяжных в конце ноября, все 3 признаны виновными. Эти 3 человека получают сроки 14, 15, 16 лет строгого режима. Но самое интересное это то, что сказано в материалах уголовного дела. Оказывается, организатором похищения является друг семьи Таймасхановых Адлан Иналов, который являлся сотрудником МВД России и погиб в 2008 году при перестрелке с сепаратистами. Это выдержка из материалов уголовного дела. Организатор бандитской группировки Адлан Иналов, работавший в органах МВД, был убит 5 лет назад при перестрелке с членами незаконных вооруженных формирований. А 5-й подозреваемый Садселим Дугаев сейчас находится в международном розыске. То есть этот человек является организатором и заказчиком этого преступления, похищения Галаса Таймасханова. И он действующий сотрудник МВД, который погиб при исполнении в 2008 году. Из-за героической смерти Адлана Иналова в честь него названа одна из улиц в городе Грозном. Так вот, это официальная информация мэрии Грозного. Я цитирую.
Адлан Иналов, старший лейтенант милиции, начальник территориального отделения Ленинского РУВД, проработал в органах внутренних дел более 10 лет. Это в 2008 году эта статья выходит. То есть он убит в 2008 году, и сразу же в этом же году называют улицу его именем. И в 2008 году нам говорят о том, что он в органах внутренних дел России работает уже более 10 лет. То есть на тот момент, когда похищают Галаса Таймасханова, этот Адлан Иналов является действующим сотрудником МВД России, так как похищен был Галас в 1999 году, как я сказал ранее. То есть организатором и заказчиком его похищения является действующий сотрудник МВД России. Это ответ на вопрос, кто же занимался похищениями людей в Чеченской Республике Ичкерия. И вы меня, наверное, сейчас спросите, а при чем здесь Умаров? Где вообще Умаров? Вот я тоже задаю этот вопрос, но в материале уголовного дела мы нигде не находим фамилии Умарова. Его там просто нет. Умаров вообще не причастен к похищению Галаса. Нет там Умарова. Это была ложь, которая пришла в голову Рамзану Кадырову, просто чтобы опорочить имя этого человека. В этой истории есть еще один интересный персонаж. К расследованию по делу о похищении Таймасханова руководство МВД в феврале этого года из РВД Тумкалинского района был привлечен Магомед Дашаев. Именно он раскрыл всех участников бандгруппы благодаря грамотной тактике опроса свидетелей и сбора старых улик. Выяснилось, что близкий друг семьи Таймасхановых, бизнесмен Адлан Иналов, стал организатором похищения своего друга. Это позволило вооруженной банде легко войти в доверие к семье с целью тщательного планирования похищения. Это Дашаев Магомед Андиевич, заместитель начальника УМВД города Грозного и начальник полиции города Грозного. Дело в том, что этот человек является тем самым сотрудником МВД, который раскрыл все это преступление в 2013 году. Именно Дашаев раскрывает это преступление и направляет его в суд. И на тот момент, когда он это делает, он является простым работником, каким-то оперативником в вшивом отделе полиции Итумкалинского района. И после того, как он раскрывает это преступление, у него происходит карьерный рост, стремительный. И сейчас он уже подполковник полиции и заместитель начальника МВД города Грозного. Но его история еще более интереснее. А интересна она тем, что никакой он на самом деле не Дашаев и никакой не Андиевич. Вот настоящая фамилия этого человека Веситаев. И даже отчество он себе взял другое. Дашаев – это фамилия его матери, а Анди – это его дядя, брат его матери. И теперь вопрос, а почему он поменял свою фамилию и отчество? А потому, что Дашаев во времена Ичкерии был членом одной из групп, одного джамаата. И в 99-м, во время вторжения российских войск, в районе Башлама, он прям в первом же боестолкновении, он получает ранение в голову, и его вывозят раненого в Грузию, затем с Грузии переправляют в Азербайджан, в Баку, где он проходит лечение, период реабилитации вместе с другими чеченскими воинами, которые находятся там. Затем вместе с ними он возвращается в Грузию, и из Грузии вместе с ними он входит в Чечню. Разумеется, входит через горы, по горам, по лесам. Входит он для того, чтобы продолжать борьбу против российской оккупации, российской агрессии. И вот уже находясь на территории Чеченской Республики, оккупированной, он вдруг выходит с предложением на свое руководство в чеченском сопротивлении и говорит, что у него есть близкие родственники в российских структурах МВД, и что с помощью них он может внедриться в российские органы внутренних дел, а именно в РУБОП. На тот момент это ОРБ, оперативно-розыскное бюро. И он просит разрешения у своего командования, чтобы ему разрешили внедриться.
и он получает это разрешение. Его внедряют в РУБОП. И поначалу его работой довольны. То есть он выполняет те задачи, с которыми он туда внедрен. Но через определенное время он начинает уже работать против чеченского сопротивления на российского оккупанта. И теперь вопрос, откуда Дашаев знал о похитителях, о истинных похитителях Галаса Таймасханова? И здесь нет другого ответа. Дашаев был одним из тех преступников, которые занимались похищением людей, продажей, работорговлей. Он был одним из них. Да, не на том, конечно, уровне, он тогда был пешкой, шестеркой. Возможно, где-то охранял пленных в каких-то подвалах, носил им еду. Ну, он был в курсе, он видел Галаса Таймасханова, он знал, у него была эта информация. И, по всей видимости, до смерти Адлана Иналова он не мог раскрыть это дело, потому что тоже пошел бы следом за ним. А после смерти Иналова он виртуозно раскрывает это преступление и отправляет в колонию строгого режима 3 человек, которые, по всей видимости, не могли его там видеть и не могли его потащить за собой. Вот такие вот они, работники полиции Чеченской Республики. Вот где находятся те самые преступники, которые занимались похищением людей во времена Ичкерии. Вот они. Никуда они не делись. Некоторые погибли, а другие восседают в структурах, в органах государственной власти Кадыровской Чечни. Вот где нужно искать. И я убежден, что соответствующие службы России знают это все. Они знают прекрасно, что Дашаев Магомед Андиевич на самом деле никакой не Дашаев. Что он поменял свою и фамилию, и свое отчество. И они прекрасно знают, по какой причине он это поменял. И неспроста они позволяют ему продолжать свою преступную деятельность, будучи уже в полицейских погонах подполковника. Неспроста это все. Все 14 лет ожидания. Мои ожидания, моей семьи, моих родственников, которые пострадали в силу всего этого, что проходило. Ну, справедливость восторжествовала. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Как мы видим, все преступники, похитители и вымогатели, которые промышляли преступлениями и бандитизмом в Ичкерии, продались и подались в силовые структуры РФ, когда началась Вторая российско-чеченская война. Они дослужились до высоких постов, а при Ичкерии они тоже преподносили себя как бойцов и воинов Ичкерии. Вот такие бандиты и портили репутацию Ичкерии. А когда Ичкерию заполонили российские оккупационные войска, они быстро переобулись и перешли на ту сторону, где безопаснее, где есть власть, деньги и лицензия на беспредел. Но свое дело они не оставили. Похищения, мародерство и вымогательство продолжились уже при наличии власти и высоких должностей. Другой подписчик пишет: «До того, как был вынесен приговор, он просил у моих родных деньги, чтобы мне не добавили еще статью. Но денег он так и не получил. Зато я имел много проблем в тюрьме в России из-за того, что мои родные ему не заплатили. После тюрьмы, уже через несколько месяцев, по его приказу я был жестоко измучен. Меня держали 3 дня и чуть снова не посадили, но, альхамдулилля, отпустили». Также сообщают, что 16-летние Шамса и Фадлан были до смерти избиты Мамакаевым. Да уничтожит его Аллах, вместе с подобными ему и его родом, если они его поддерживают. Хасханов Кунта тоже был убит в селении Энды, по словам местных жителей. Это то, что я точно знаю про него. Ассаламу алейкум. Мамакаев Алик, его подчиненные звали его Тиаус, он тот еще. Он был начальником уголовного розыска в поселке 8 марта, но сам проживал в Урус-Мартане. Лично он отправил меня в места не столь отдаленные, в Аллахе, по сфабрикованному делу, которое я подписал под пытками этого урода. Со мной в ИФС в Очхой-Мартане сидел один человек, которого пытал этот омерзительный садист. Он пытал его так, что я прослезился.
Ему дали 8 лет, и он поклялся, что если выйдет живым, у него будет только одна цель. Когда его посадили, я через знакомых, которые сидят, искал его тоже, но безрезультатно. Где-то в красной зоне сидит крыса. Просим всемогущего Аллаха, чтобы Алик и подобные ему предатели не избежали наказания ни в этом мире, ни в ахирате. Вся хвала принадлежит Аллаху, который одних беззаконников наказывает руками других таких же. Обновление от других подписчиков. Коротко, Мамакаев – это первый щирт, который похитил моего мужа-инвалида, ни в чем не виновного, и пытал его 18 дней. Мы не знали, где он, живой или нет. Он угрожал мне, его жене, из-за того, что я подала заявление о похищении мужа. Каждый раз вызывал меня в кабинет, орал, кричал, запугивал. Мол, расскажи нам, как он помогал силовикам, или ты тоже помогала. И на 19-й день привел нам его с готовым делом по статье 208. Держал он его столько, чтобы зажили раны от пыток. В итоге его посадили на 2 года и отправили. Другой подписчик пишет. Могу сказать, что этот Тяус, настоящее имя которого я узнал только сейчас, при мне лично избивал молодых парней, а его подчиненные пытали их током. Мои родные тоже отдали им 200 тысяч. Там на 1-м этаже еще какая-то мерзость сидела в Ачхой-Мартане, а личным пытальщиком был какой-то человек, данные которого, к сожалению, я забыл. Было бы интересно узнать о нем, если кто-то его помнит. Еще у них был собственный стукач. Сейчас ему около от 27 до 28 лет, наверное. Он очень гордился, что работает у них понятым. Говорил, что пока не работает, но это пока. В общем, вот так. Другой подписчик пишет. Мамакаев был известен всем молодым парням, особенно тем, кто ходил за Черемшой в 2008-2009 годах. Эти бедные люди пытались как-то прокормить своих родных, а эта щирт пыталась повесить на них статью за НВФ. Помню, когда приводили молодых парней в сезон Черемши, если он был из Ачхой-Мартановского района, начинались такие разговоры. «Тяус тебя пытал? Ты был в Ханкале? Если да, то точно он тебя посадил». Даже эти парни шутили друг с другом, когда говорили, что у него еще статья 222. А это было калибр 5,45. Другой говорил «да, в мешке был». Отвечал «да, хранил под мостом». Когда спрашивал, откуда он все это знает, отвечал, что у него тоже такая же статья и такое же уголовное дело. Эта щирт просто зарабатывала себе деньги, звания и поощрения, сажая ребят, фальсифицируя все и вся. Лично я знаю 10 таких парней, если не больше, и все говорили, что родные платили именно Мамакаеву. В Аллахе, у некоторых родных не было даже финансовой возможности поехать на свидание, чтобы увидеться с сыном. Насчет этого Наджаса Мамакаева, Тяуса, хочу добавить. Он был начальником уголовного розыска в Ачхой-Мартане и отличался жестокостью в пытках не только тех ребят, которые подозревались в участии в НВФ, но даже людей по бытовым статьям. Он получил медаль имени Кадырова за то, что обещал уроженцам Азербайджана, работавшим у него дома, за постройку 2 арок над воротами вместо положенных 1 400 000 рублей расплатиться служебной Toyota Camry. После завершения строительных работ грозный начальник отдела под предлогом празднования вывез рабочую бригаду уроженцев Азербайджана на шашлыки в лес Бамут, где они были просто расстреляны, переодеты в камуфлированную форму и объявлены иностранными террористами, ликвидированными в ходе запланированной контртеррористической операции. Прогорел наш бедный трусишка на том, что один из похищенных им и содержавшихся на птицефабрике в поселке 8 марта невольников оказался уроженцем Хосси-Юрта, родового села Кадыровых, недавно переименованного в Ахмат-Юрт. Кстати говоря, на этой птицефабрике содержались многие. Кадыровские прихвостни повели этого Тиалса на эту фабрику и через все село вели его пиная. Позже он был лишен всех госнаград, звания и пенсии, а также заключен под арест в СИЗО-1 города Грозного. К нему в камеру попал один из братьев, который был на службе, но в то же время помогал братьям. Узнав, что это тот самый Тиаус, он начал его избивать. Тиаус сломился в двери и звал на помощь. Пришедшие сотрудники УФСИН стояли за дверью и ждали, пока он получит свое. В итоге ему дали реальное лишение свободы по старому делу о похищении Галаса Таймасханова. Также у него в том же отделе работали 2 сына, старший уполномоченным, а младший в изоляторе временного содержания. Подписывайтесь на канал, читайте и распространяйте.